Пятница, 12 января, 13 часов в Киеве, 14:00 в Крыму. В эфире «Заман», в студии София Абляева. Здравствуйте. Фигурантам так называемого дела Виджея Кашка могут продлить арест. Срок предыдущего заканчивается через 3 дня. Так называемый Киевский райсуд Симферополя в эти минуты должен приступить к рассмотрению соответствующего ходатайства оккупантов. Защита будет требовать изменения меры пресечения на менее жесткое, в частности из-за плохого самочувствия задержанных. Как сообщила АТР жена одного из фигурантов дела Бекира Дегерменджи, Алие Дегерменджи, семья почти ничего не знает о самочувствии узника. Его 2 января выписали из больницы и вернули в СИЗО. Сегодня адвокат будет подавать ходатайство по поводу того, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест, чтобы мы могли хотя бы дома контролировать его давление, анализ крови, потому что препараты, которые он принимает, это необходимо для того, чтобы был полный контроль. Поэтому сегодня будем выдвигать ходатайство о том, чтобы его изменили. Другой фигурант этого дела, 65-летний Асан Чапух, также плохо себя чувствует в СИЗО. Его адвокат потребует от так называемого суда, по крайней мере, домашнего ареста. Еще в декабре у Чапуха в СИЗО парализовала левую часть тела из-за проблем с сердцем. Госпитализировать его отказываются по сей день. Мы будем просить изменения меры пресечения ему хотя бы на домашний арест. В связи с тем, что состояние здоровья его не очень хорошее после этого гипертонического криза, и у него есть опасения. И в его возрасте, в принципе, я думаю, эти опасения, они оправданы. Может быть, судья увидит визуально, что состояние здоровья его ухудшилось, потому что сегодня продлением будет заниматься тот же судья, который избирал и первоначальную меру пресечения, кстати говоря. Ветеранов национального движения крымских татар Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха, Кизима Аметова и Руслана Трубача задержали в прошлом году 23 ноября во время так называемой спецоперации в Симферополе. По надуманным обвинениям в вымогательстве подконтрольный Кремлю суд Крыма заключил под стражу всех 4 подозреваемых до 15 января. Первый штраф – 10 тысяч рублей назначил так называемый Феодосийский городской суд Энверу Мустафаеву за участие в одиночных пикетах. Под здание суда Феодосии пришли десятки людей, чтобы поддержать участников одиночного протеста. После первого штрафа собравшиеся у здания суда сразу начали собирать деньги. Сейчас объявлен перерыв из-за обязательной пятничной молитвы для мусульман – намаз. Всего сегодня рассмотрят 3 административных дела против крымских татар, еще 2 перенесли на 15 января. 14 октября по всему Крыму более сотни людей вышли на главные трассы с плакатами «Крымские татары не террористы». Позже большинство участников получили повестки. Их обвинили в участии в массовом несанкционированном собрании, так как акция якобы была хорошо спланирована. Так называемые суды Крыма с декабря уже провели более 80 судов, никого не оправдали. Участников одиночных пикетов оштрафовали от 10 до 15 тысяч рублей. Много неясностей. Судья видел, что оно незаконно, но все равно поступил так, как ему сказали сверху. Иначе поступил он по закону, и всех остальных надо было бы тоже оправдать. Наш народ, он свободолюбивый. Его никогда не получалось покорить. И сегодняшняя ситуация, видя, как наши соотечественники идут на суд, спокойно улыбаюсь, не боясь ничего, потому что и они, и весь народ знают, что они ни в чем не виноваты. В Крыму состоялся очередной суд по делу Владимира Балуха. Заседание началось с изучения боеприпасов, якобы найденных в его доме во время обыска. Балух и его защита ходатайствовали о том, чтобы суд направил запрос в Барнаульский патрульный завод, чтобы те сообщили адрес отправки своего оружия. Кроме этого, так называемый суд допросил 4 свидетелей. Это односельчане Балуха, которые опровергли сведения
из характеристик участковой администрации села, где живет Балых, о том, что он злоупотреблял спиртным, применял насилие к членам семьи и не участвовал в общественной жизни села. На следующее заседание 15 января запланировано прения сторон. ФСБ задержала Владимира Балуха в декабре 2016-го за якобы незаконное хранение оружия. Его посадили на 3 года и 7 месяцев. Позже апелляция приговор отменила. Сейчас он под домашним арестом. Балух считает, что это наказание за проукраинскую позицию, в частности, из-за флага Украины, который развивался на крыше его дома с момента начала аннексии Крыма. Путинская щедрость. Президент России заявил, что готов отдать Украине захваченное имущество в Крыму. По крайней мере, боевые самолеты и корабли. Если учесть, что после аннексии Крыма на полуострове остался фактически весь боевой состав военно-морских сил и часть воздушных судов, жест неожиданный. Впрочем, в Украине, похоже, не готовы к благодарности. Почему? Пытались выяснить мои коллеги. Товарищ командир, они ближе подходят. По левому борту внимание, приготовиться к отражению атаки. Это драматические кадры марта 2014 года. Начало штурма украинских кораблей российскими агрессорами. Заблокированная Стрелецкая бухта, перекрытый фарватер. Решили, что мы все-таки сможем там пройти, пролезть. Там где-то по ширине 12 метров было между двумя кораблями. Украина отступила без крови. Россияне рассортировали краденое. 51 корабль остался трофеем. 11 из них боевые. А еще были самолеты. Их украинская армия вынуждена оставила после выхода из Бельбека. Около 80% техники – корабли, самолеты, бронетехника, артиллерия, которую отобрали у Украины, была исправной. Все, что уцелело, оккупанты отправили гуманитарной помощью сепаратистам на Донбасс. Уже через несколько месяцев украинская разведка сообщила о вооружении террористов из крымских военных частей. С него даже украинскую маркировку не снимали. Це є відвертою крадіжкою української власності. Ми говоримо про ймовірність провокацій у вигляді обстрілів населених пунктів Донбассу, начебто з української зброї. Весь хлам оккупанты показательно возвращали Украине не своим ходом. Моторы засыпаны песком, элементы управления вырваны с мясом. Системный блок одного из компьютеров, вот он разорванный, разломанный, ни жесткого диска, ничего нету. Не скрывает это и Владимир Путин. Технику отдать готов непригодную. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Украинское командование флотом пока осторожно комментирует предложение. Це потребує дуже ретельного вивчення, щоб ми не залишилися, кажуть, розмінною картою в якій-то грязной обратно кремлевской игре. Более категоричны политики. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко увидела в заявлении Кремля очередной подвох. Если Москва готова отдавать украденное имущество, то только все сразу, вместе с Крымом. Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным, доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается русский мир, приходит в негодность. Возмущенно отреагировал и председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он предложение назвал унизительным. Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих желаниях унизить Украину. А закончится это тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны. Между тем, Украина убытки от оккупации Крыма оценила более чем в 1 триллион гривен. Первые слушания по их компенсации в международных судах уже начались в прошлом году. Риана Алиева, Заман, АТР. Российская армия готовила ядерное оружие к началу аннексии Крыма. Об этом рассказал герой Украины, генерал-майор Игорь Гордейчук в эфире телеканала АТР. Заявил, Россия планировала высаживать свои диверсионные группы в Киеве, Жулянах, Борисполе. Украинские военные перехватили эту операцию. По словам Гордейчука, Украина не была готова к военному вмешательству России. Ведь перед аннексией Крыма российские войска уже были развернуты вокруг полуострова. Однако у Украины не было ресурсов ответить тем же. Я готовий вам віддати наказ адекватний. Но хто буде його виконувати? Нема кому. В Криму не було кому.
практично це була вже окупація. Вони ж захопили тоді цю раду депутатів, так, і Кабінет міністрів. Захопили ключові, це саме. Тобто, якби в теорії, можна було в теорії, але вони б були вже тут, в Києві. Новые антироссийские санкции разрабатывают США. Дополнительные ограничения будут вскоре оглашены. Об этом в Белом доме сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. В августе прошлого года Дональд Трамп подписал закон, акт о противодействии противникам Америки. Он предусматривает, в частности, введение санкций в финансовом и энергетическом секторах России. Как мы уже говорили, мы работаем над этим. Об этом будет объявлено в ближайшее время. И мы, конечно же, сфокусированы на... Исправить карту Украины, где нет Крыма, украинский МИД призывает Великобританию. Соответствующие ошибки по неизвестным причинам на этот раз допустила компания Green Board Game, напечатав детскую игру, где вместо Крыма Украине пририсовали чайку. Украинские дипломаты просят британских коллег отправить производителю соответствующее обращение и исправить некорректное обозначение украинского полуострова. Ми завжди реагуємо на всі такі ситуації. Вони не є простими, тому що це може бути і мапа, це може бути дитяча гра, це може бути і підручники, але завжди через наші посольства ми доводимо наші занепокоєння до відома всіх тих компаній. Оккупированный Крым – первый в рейтинге регионов Украины с самыми дорогими продуктами. Соответствующий эксперимент провела Радио Свобода. Исследовали стоимость проезда, бензина, развлечений и 7 основных продуктов питания. Подсолнечное масло в Крыму оказалось дороже, чем в Киеве на 20%. Сахар почти на 25%, почти в 2 раза дороже картофель и проезд в общественном транспорте. В Киеве же по результатам исследования дороже крымских цен только бензин и билеты в кино. Экскурсию в гончарную мастерскую Эдема Ганиева для детей крымских политузников организовала инициатива «Крымское детство». Сейчас в Крыму более сотни таких детей. Во время экскурсии дети воочию увидели, как изготовляют глиняные кувшины и сами попытались смастерить изделия на гончарном круге. В память о мастер-классе Эдем Ганиев подарил маленьким посетителям сувениры. Кроме этого, крымские общественники свозили детей на экскурсию в старокрымскую мечеть хана Узбека. Хан Узбек был правителем Золотой Орды. И в начале XIV века он принимает ислам. Была крепостная стена, такая широкая, метровая крепостная стена вокруг всего города. И были до Европы практически. И Крым тоже входил в эту территорию Золотой Орды. В космос без Украины никак. Американский миллиардер Илон Маск обратился к украинскому Антонову, чтобы позаимствовать крупнейший в мире самолет Ан-124 «Руслан». Космические статы SpaceX оказались под угрозой, так как некому было доставить массивную часть ракеты в космодром во Флориде. Этой ночью украинский транспортник Ан-124 «Руслан» доставил груз весом 28 тонн, одолев 3500 километров за 4 часа. Это все, что мы успеваем вам рассказать. Следующий выпуск «Заман» не пропустите менее чем через час. Оставайтесь с нами.